солдат в Кремле. Это были местные силы самообороны. Кримські аскери. Війна почалася з окупації Криму. Тоді світ не міг належним чином відреагувати на російську агресію. В момент оккупации, можно сказать, практически украинской армии не существовало. Я помню, на сессии Верховной Рады выступал министр обороны и говорил, что хотя у нас там формально значится, что в вооруженных силах 41 тысяч солдат, на самом деле их не больше 6 тысяч боеспособных. Вся техника, самолеты без моторов, танки не двигаются. То есть режим Януковича со своим министром обороны Лебедевым, русским патриотом, сделали все, чтобы уничтожить вооруженные силы. Но тем не менее, если бы, скажем, из Киева прозвучало такое «граждане, страна в опасности» к оружию, и начало бы хотя бы быстро раздавать оружие, например, у крымских татар никакого оружия не было. Вот крымским татарам даже охотничье ружье получить было 10 раз труднее, чем, скажем, русскоязычным. Потому что такая стратегия была. Опасались крымских татар. А как воевать? Ну, я думаю, Украина теперь сделает выводы. Спецоперація Росії по захопленню Криму почалася 20 лютого 2014 року, за 3 дні до закінчення зимової олімпіади в Сочі. Росія скористалася Майданом та слабкістю української держави і нанесла удар. 23 лютого під контроль окупантів фактично перейшов Севастополь. В місті на мітингу був обраний так званий народний мер і були створені загони самооборони. Мы получили информацию, что 26 февраля, лютого, 26 со всего Крыма собирают людей возле парламента автономии для того, чтобы провести там мощный митинг с требованием, чтобы депутаты поддержали обращение Верховного Совета Автономной Республики Путину с просьбой, чтобы Крым был в составе России. У нас оставалось мало времени, там регулировал ситуацию Рифат Чубаров, председатель Меджлиса. И они быстро собрали наших соотечественников, хотя те пророссийские по всему Крыму там в автобусах свозили, с Севастополя преимущественно, потом еще из Краснодарского края каких-то казаков привезли. Одним словом, собрали сколько могли. Их было где-то около 3-4 тысяч. А у нас особой подготовки не было, но сразу же в региональные меджлисы сообщили, что такое дело собирается. И мы собрали возле здания Верховной Рады значительно больше, где-то около 10-12 тысяч. Мы довольно быстро их оттеснили. Они обязались, что не будут настаивать на принятии такого обращения в адрес Путина. И на этом, собственно, разошлись. Ну, видимо, это была одна из ошибок. Не надо было расходиться. Сейчас видим, сторонники Меджлиса уже вытеснили сторонников пророссийских организаций. Сейчас они находятся возле медицинского колледжа и на дороге по улице Карла Маркса. С их сторон все продолжают летать и бутылки, и камни, и палки. Датою початку окупації став ранок 27 лютого, коли на вулицях Криму з'явились зелені чоловічки з бронетехнікою та були захоплені адміністративні будівлі. Кримські татари повністю ігнорували референдум. Кримські татари повністю ігнорували всі політичні процеси. Це вибори в місцеві ради, вибори в Госсовет, як вони називають, Криму, а в тому числі і в Держдуму Російської Федерації. З початку окупації Криму ще на протязі 8 місяців український державний прапор майорів над зданням Меджлісу кримськотатарського народу. Це був важливий посил мешканців Криму і також для окупаційної влади, що тут існує, на території окупованого Криму, існує суб'єкт,
який офіційно підтримує Україну. З того часу півострів майже 10 років залишається під владою країни-агресора і бореться за збереження народу та національної ідентичності. Это все 14 век. То как первые москальские кацапские машины появились, військовые вместе, тоже стало ясно, что это все. Так они не уйдут. Их надо будет выгонять. Ну, дорога в Крым шла тогда через Донбасс. Родным не сказал. Дружина только знала, куда я еду и зачем. И она была здивована, что меня взяли. Сталося, что я попал в підрозділ снайперов. И до сегодняшнего дня я как бы рахуюсь уже снайпер. Позивний мій Ускут. Це селище, старовинне названня зараз в Криму, в Судаке, то Привітне, але ж воно історична назва цього селища Ускут. Зараз я на посаді заступника командира батальйону, звання капітана. Командир батальйону у нас Ленур Ислямов. На початку окупації Крима я розумів, що ми повинні щось зробити. Не було кому нам видати зброю і почати опір. Я виїхав в Київ, і я все ж таки розумів, що настане день, коли прийдеться взяти зброю і відвоювати своє. В 45 я пішов воювати. Мої рідні всі в Криму. От. Тут тільки друзі. Ну, тобто я ні в кого не питав їх відношення к цій справі. Я просто пішов і все. Війна, будь-яка війна, вона несе смерть. Але іслам дозволяє, навіть не те, що дозволяє, навіть приписує захищати себе, свою гідність, свою честь, свою релігію, свій дім, свою батьківщину. Якщо ми зараз не переможемо в цій війні, то рано чи пізно нашим дітям доведеться закінчувати цю війну. Аллах Субхану ва Тааля нам за многие годы первый раз дал возможность взять оружие в руки, да, и вернуться домой как победители с оружием в руках. Не как потерпевшие там, от русского режима или еще что-то. Вот именно как победители с оружием в руках. И мы должны этим воспользоваться. Есть возможность, приезжайте. Есть возможность, присоединяйтесь к нам. Потому что такой возможности я не думаю, что еще будет. На сегодняшний день, как сказал один наш крымский дядя, Аллах рахмет алейхи, еще в 2014 году, взрослый мужик был. Ему тогда было столько, сколько сейчас мне лет. Я ему тогда сказал: ага, говорю, может быть, вам тяжело. Он говорит: оглом, кардашам. Мне говорит, Аллах Тааля бізге, говорит, дал возможность сражаться и убивать наших врагов, и за это нам ничего не будет. Неужели ты думаешь, говорит, что я упущу эту возможность? Нам Аллах Субхану ва Тааля дал возможность отомстить за наших дедушек, бабушек, прабабушек, за все те унижения, которые мы сами, наши родители, вот вернувшись в Крым, пережили. На сегодняшний день то, что наши братья сидят в тюрьмах, наши сестры сидят, наши дети остались сиротами, мы за все это можем сейчас отомстить. Мы должны этим воспользоваться, потому что мы никогда не сможем этого себя простить. Выезжал, у меня закінчился дія паспорта, внутрішнього паспорта України. Мне надо было вклеивать фотографию. И на кордоне я скористувався цією ситуацией. То есть меня, когда уже кацапский пограничник пытал цель выезда в Украину,
Я ему показываю паспорт, говорю, замена паспорта. Выезжал с одной сумочкой такой, невеликой. А сам ехал уже на розташування батальона «Донбасс» в Киеве, в Новых Петровцах. Для меня было принципиально важно было выехать с Крыма как можно быстрее, насколько это возможно, вывести детей, потом выехать самому и уже безпосредственно оказывать вооруженное сопротивление. Что жена это приняла, потому как она меня знает, она это приняла как само собой разумеющимся, как само собой, как должно было быть. Если бы я не пошел бы в армию, вот это бы он не понял. Ну что-то там с ним не то произошло, что-то там, это, наверное, не тот муж, не тот мой как бы Вильдар, за которого выходила замуж. Она бы это, как бы к этому она была не готова. Она была готова к тому, что я пойду в армию. Сьогодні кримські татари беруть активну участь у війні проти свого історичного ворога – Росії. Так, серед кримських татар сформовано окремий добровольчий батальйон «Крим» та 48-й окремий штурмовий батальйон імені Номана Челебіджіхана. А на самому півострові до партизанського руху приєднуються все нові активісти та агенти. За нашими попередніми даними, близько 2000 кримських татар знаходяться в лавах Збройних сил України. Тобто, тут якраз таке питання, це чи мало це, чи багато? Я скажу так, що якщо ми візьмемо те, що більша частина корінного народу знаходиться в містах окупації, і крім того, що для 260-тисячної спільноти народу, або максимум 300-тисячної, 2000 – це достатньо. Серед офіцерів, оказується, є багато кримських татар. Наприклад, за нашими даними, близько 20 офіцерів. Це полковники, підполковники, майори. В тому числі є і офіцери-вчені, які беруть участь в підготовці вищого командного складу Збройних сил обороны Украины. В нашей стране здесь очень много позитивных изменений, потому что мы видели, что крымские татары стали занимать какие-то должности в разных, допустим, административных, стали участвовать в этом всем. На сегодняшний день Рустем Умеров стал министром обороны. Я надеюсь, что он достойно себя поведет на этом посту, и что он, как сын нашего народа, будет способствовать тому, чтобы поднять честь нашего народа, доказать это всем, что мы как бы достойные люди. Что там? На родную землю. Украинцы относились нас пересторогою, а у нас не было, не то что часу, можливости, бо народ только переехал. У него занимало очень много сил и часу обустраивать свой быт, свое життя. Бо мне было иногда так смішно чути думки такие, не соответствующие действительности. Они, во-первых, мало информации про нас мало. Взагалі мало. То есть нашу историю вообще никто так не знал. Они даже не знали, что наши предки поруч громили москалей. То есть багато было совместных битв, где мы поруч боролись с одним врагом. Так, то, что вот тебя окружает, та невелика частина, они начинают разуметь, что это народ не просто так вот приехал, богатая история, глубокие коренья, и у нас одна земля. Я вот поразился, нам же нельзя свинину, но вот представьте, мусульманин в украинской армии, в армии страны, где запрещенный продукт для мусульман, майже має культове значення. То хлопцы, вот, которые непосредственно с кем я
проходил службу, они начинали, ну как, они понимают, что мне нельзя. И они начинают, по возможности, конечно, начинают заботиться. Там достанут где-то продукты такие, рыбу, консервную рыбу. То у меня так и ніяково ставало, когда чужие совсем люди начинают тебе помогать в цьому. Об там сразу видишь, кто есть кто. Там очень сложно что-то из себя, на себя налепить якийсь образ. Ты когда выходишь, вот я научился, я уже, когда мы собираемся на выход, или на передовую, или еще куда-то на задание, ты уже в этот момент начинаешь понимать, кто есть кто. Там видно сразу по глазам, по жестам, там сразу видно. А когда непосредственно в бою, то вообще ты знаешь, что это за человек. Коли пішов на війну, спочатку я був такий екзотичний фрукт. То есть кто такой, там, знаете, там, Вильдар, там, какой-то с непонятным именем, с труднопроизносимой фамилией, там, с каким-то непонятным там позывным, а он еще и из Крыма, а он может быть там какой-то там засланный казачок, там, понимаете, какое-то было недоверие. И потом все-таки российская пропаганда, она все-таки вносила же вот это раскол. То есть она ни в коем случае и наши в том числе, пропагандисты, те, которые вот эти засланные казачки, та вот эта агентура, она это всячески подогревала, она всячески на этом играла. То есть враги Украины в Крыму были крымские татары, которые там захватывали земли, которые там засоряли там Ялту, которые там самостроили там на Айпетре, которые там планировали какие-то лагеря террористов устраивать, понимаете, исламский фундаментализм, вот это а-ля враг оказались мы, понимаете, вот это все. И вот это у среднестатистического украинца, она засела глубоко внутри, то есть кто враг, это татары. На войне так, на войне, на самом деле, на войне, когда ты уже на войне, там не особо важно, на каком языке ты разговариваешь, не особо важно, кто ты по национальности. Сегодня у нас есть много разных национальностей, которые стоят с нами вместе в одном ряду. На войне вот эти условности, которые они, к сожалению, иногда возникают у некоторых наших а-ля политиков, там, кто на каком языке говорит, или там, кто какому там Богу молится, или кто какую сторону поддерживает, кто-то там Палестину, кто-то там сейчас кто-то Израиль поддерживает. Вот это все, что у нас здесь, вот, грубо говоря, за чертой линии фронта, это важно. Это важно. А когда ты находишься на войне, в одном окопе, в одном блиндаже, в одной казарме, там с одной чашкой кушаешь, там с одной ложкой там пользуешь, там буквально там помыл, передал, там, понимаете. Но здесь уже не знаю, на войне важны поступки, на войне важно, кто ты такой. Могут ли на тебя побратимы рассчитывать, могут ли на тебя личный состав рассчитывать, могут ли на тебя понадеяться и возложиться. Есть ли у них понимание с тобой безопасности? Когда бомбят, там, например, когда идет обстрел, там, или когда идет на наступление врага, молятся все. Буквально молятся все, какой бы ты там атеист, какой бы ты там не был, каждый молится тому, кого знает. Робити акцент на національності наразі це не актуально. Коли ми ставимо на якісь важелі відносини між кримськими татарами, українцями або євреями там, і грузинами, це неправильно буде. Ми повинні об'єднувати людей, а не роз'єднати. Ми об'єднані ідеєю. Є така ідея звільнити Україну від нечисті. І в наших підрозділах є всі національності, які вміють думати. Я був в Львовській бригаді. Ми з ними, наприклад, там Пасха. Вони до нас приходили
приносили пасочки, там, яйця, ми їли, я їх вітав з Пасхою. У нас був Курбан-Байрам, ми зарізали барашку, позвали, всі прийшли, поїли там шурпу, поїли там шашлик, нормально вони нас привітали. Все. День національного прапору українського, ну, День державного прапору. Ми вітаємо, вони нас вітають. У нас День кримсько-татарського прапору, вони нас вітають. І нормально. Я познайомився з кримськими татарами десь, напевно, в 2014 чи 2015 році, не пам'ятаю 100%. Ось, і вони мені одразу стали по душі, дуже виховані, дуже приємні, дуже круті люди. Ось, також я тренував їх дітей, тому там культура, філософія, історія, вони в традиції, вони це все підтримують, ну, вони дуже круті люди. Потім вже безпосередньо я з кримськими татарами зустрівся на виконанні одного з бойових завдань. На жаль, про це завдання я не можу розповідати. Можливо, після закінчення війни про ці всі подвиги і їх, і наших буде написано в книжках, але теж згодом після перемоги. І можу сказати, що дуже люті, дуже круті, дуже мотивовані, дуже сильні. В них є чому повчитися навіть нашим українцям, нашим чоловікам. Ось, вони хочуть знищити ворога, вони хочуть звільнити свої землі. Вони, ну, воюють до кінця. Дуже сильний народ. Їх мотивація знищити нашого загального ворога. І щоб їх діти та жінки жили, їх сім'ї жили в мирі та все ж таки внуки побачили дідів. Я знаю багато воїнів, які зараз дуже потужно воюють, приймають участь в таких операціях, з котрих багато хто відмовляється. Але про це ніхто не каже. Чому? Тому що це заборонено. Не можна про це казати. Це по-перше. По-друге, багато родичів, близьких, ніхто не хоче давати інтерв'ю. Ніхто не хоче показувати своє обличчя, голос і тому подібне. Тому що переживають за своїх рідних та близьких в Криму. І це велика проблема. Води не було, кави зробити. Я з собою постійно таскаю турку. І кожен ранок я роблю собі каву. А в Бахмуті не було води. І покійний побратим Фара. Ну, там поряд з нами росла береза. Її простріляли, коротше, і березовий сік. Він березовий сік набрав, 3-літрову банку, і я на березовому соку зробив каву. Жахлива гидота, ну все ж таки. Дуже тяжко, коли гинуть побратими. Дуже тяжко. За нашими даними, близько 16 військовослужбовців кримсько-татарського походження, які загинули героями в російсько-українській війні. Во Львові був похований військовослужбовець, кримські татари. Його поховали за християнськими звичаями. Тобто, звичайно, українці, там, військовослужбовці, його поховали так, як є, з почестями, я би сказав би так, але не за традиціями кримських татар. Тому що ми також не знали, що він кримський татарин. Ми дізналися тільки потім.
інший приклад я скажу. От є військовослужбовець, у якого позивний Тарас. Він кримський татар. А як ми дізнаємося зразу? Тобто, коли ми постійно спілкуємось, ми дізнаємося про таких людей. Недопустимо те, щоб кримських татар, які сповідують іслам, хоронили, ховали за немусульманськими традиціями. Навіть якщо буде така ситуація, коли людина не знає, куди звернутися, то навіть з точки зору канонів, з точки зору ісламу, все дуже просто. Вони його беруть, от як він загинув в формі, просто беруть і ховають. І все, нічого не роблять. Ніяких обрядів. Людина, яка загинула на полі битви, йому апріорі все прощено Всевишнім. Він не потребує в цьому намазі. І я, коли тут, наприклад, ми ховали, ми багато кого вже поховали, на жаль, я завжди це підкреслюю. От зараз ми зібралися, шановні віруючі, щоб поховати таку-то людину. Але всі ми повинні розуміти, він не потребує в нашій молитві за його упокой душі. Це ми потребуємо в цій молитві за нього. Українська розвідка заявила, що немає сумнівів, що кримські татари будуть і в перших рядах тих, хто звільнятиме свою рідну землю – український Крим від російських окупаційних військ. На сегодня, чем ближе к Крыму, тем больше я просто знаю, как это достается. Понимаете? Я не чувствую особой радости. Я не чувствую особой радости. Радость для меня будет, это когда я буду, наверное, приеду в Крым, куплю где-то дом в самом дальнем уголку этого Крыма, закроюсь и вот просто там вот, я не знаю, вспоминаю все, что было, как оно было, вот эти все вот операции, вот эти войну, и просто, наверное, с неделю выходить не буду. Вот так именно для меня, вот оно, вот, я вот отмечу вот так свое, как бы, возвращение в Крым. Я не сторонник, я дуже обережний, бо, по-перше, я дуже обережний к тому, що ми к наступу, дуже обережний к наступу, тому що я розумію, що наступ, то перед сам, то большие жертвы с нашей стороны. Я знаю, что, как сказать, морально готовы оказывать, чинить спротив будь-які, не обов'язково силові, там, з оружием, будь-який спротив, майже весь народ, майже. Есть коллаборанты, есть предатели, но не везде есть. А так я точно знаю, что все готовы чинить спротив. Вот будет можливость, у нас будет там підсилення з той сторони на окупованих територіях. Нас чекають просто. Чекають, десь готуються. Ну, чекають. Я считаю, что человек должен выполнять свой долг, навязанный честью, национальным, человеческим достоинством, независимо от возможных для него лично последствий. Потому что если не выполняешь свой долг, ты уже себя нормальным человеком не чувствуешь. Той, хто воює сьогодні на боці України, він воює на боці правди і істини. Які б іспити нас не чекали, з якими ліхами б ми не зіткнулися, і що б не було далі, з цим наміром, яким ми почали захищати, боронити свою батьківщину аж у 2014 році, а зараз вже після початку повномасштабного вторгнення ще потужніше, ми повинні робити і далі. І ми обов'язково переможемо. Бо правда, вона завжди перемагає. Что бы ни случилось,
как бы ни было тяжело, мы должны быть сплоченными. Потому что вот это вот испытание, одно, второе, третье, поистине праведные люди из нашего народа, вообще из исламского народа, всегда говорили, что Аллах Субхану ва Тааля испытывает того, кого любит. Посредством всего этого Аллах Субхану ва Тааля нас испытает. Мы достойно, с честью выдержим это испытание. И мы вернемся в свой родной Крым. И он опять будет такой, как он был, свой тут колорит, наш ментальный Крым, любимый Крым. И мы вернемся, потому что без Крыма не было бы нас. Я хотел бы сказать соотечественникам, что вот наступающий год, наверное, будет последним годом оккупации. Ну, я бы хотел бы призвать и коллаборантов, и стукачей, и сотрудников администрации оккупационной власти, не теряя времени, пока еще вот этот мост существует, пока еще возможность есть, пока нет толкучки, быстро покидать Крым. Завдяки Збройним силам України з кожним днем ми наближаємось до Криму. Всі громадяни України, які сьогодні перебувають на півострові, повинні знати, що скоро настане час їх визволення з-під російської окупації.